Ребят абсолютно не смущает камера, она скорее вызывает интерес. Вот-вот начнутся групповые занятия для детей с остаточным зрением и светобоязнью. В центре таких воспитанников 8. Ребята учатся шрифту Брайля, уникальному точечному письму, придуманному около 200 лет назад и которому до сих пор нет аналогов. А эта комната для них как отдых после занятий. В группе 4 человека. Занятие в сенсорной комнате длится около часа. Сначала здесь все погружается во мрак, а затем включается светодиодная лампа, которая окрашивает помещение в яркие краски. Светодиодная лампа, фонтан своего рода, он для детей с нарушением зрения очень хорош, потому что издаются звуки природы. И с помощью вот этих вот звуков тактильное ощущение, восприятие органов чувств, таких как зрение, слух, обаяние, развивается у ребенка. Особое внимание здесь уделяется песочной терапии или по-другому арт-терапии. Ребенок, рисуя свои страхи на песке, учится смотреть им в глаза и перестает бояться. 9-летний непоседа шейх Магомед был и рад случаю попасть в эфир. Привет, папа. У мальчика имеется свой страх, знакомый почти каждому после недавно нашумевшего ужастика. Шейх Магомед, что ты рисуешь? Клоун. Клоун. Почему именно клоун? Я его боюсь. Ты боишься Да. клоуна? Некоторых. Так, и ребенок объясняет, почему. Почему Шейх Магомед. Короче, я люблю некоторых клоунов. Кто знает, кто под маской? В центре также занимаются дети с синдромом Дауна, задержкой речевого развития и нарушением опорно-двигательного аппарата. Для них эта комната приобретает особое значение, способствуя развитию и мышлению. Здесь предусмотрен и интерактивный бассейн, и доска Монтессори, созданная известной Марией Монтессори, носящей звание мировой матери педагогики. Доска учит ребенка развитию логики и самостоятельности. Ребенок сам самостоятельно выбирает, что он хочет, допустим, открыть замок или топ, и развивает самостоятельность, ребенок учит. Вот. Как бы вот тактильное ощущение хорошо развивает, он как начинает трогать вот это все и потихонечку берет, допустим, замочек. Давай, Абдул, здесь ты откроешь. Ну, давай замок откроешь. Абдул-Азиз среди всех детей в этой комнате исключение. Мальчик пришел пораньше и решил присоединиться к игре. Как только одна группа заканчивает урок, у него начинаются дополнительные занятия. У мальчика проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что влечет за собой нарушение речи. Ф. О. Ф. Потом Л. Лук. В. Л. Дальше. Аквариум. К. А. Аквариум. Блин, ты китайки. Занимаемся мы полгода. Постановка звука «р» у нас идет. Сейчас звук у нас, в принципе, есть, но четкости в звуке у нас нету. Отрабатывали воздушную струю, делали всякие упражнения, артикуляционные упражнения, которые у него в начале, когда мы начинали, в принципе, ничего не получалось. А сейчас есть уже результаты, сдвиги. По мне, так мы пошли далеко. На такой результат влияет и сама обстановка, говорят логопеды. Умиротворенность, спокойствие и море положительной энергии из сенсорной комнаты творят чудеса. Изобретенная еще в 70-х годах в Голландии для психически больных людей, на сегодня она расширила свои возможности. Такую комнату можно встретить не только в спеццентрах, но и в магазинах, больницах и многих офисах. Потому как помогает не только детям, но и взрослым. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.